Дорогие друзья, мы продолжаем серию программ, посвященных подготовке к Новому году. И сегодня мы будем выполнять, изготавливать игрушку новогоднюю, что называется, на века. А заботиться этим вопросом нужно не накануне Нового года, а немножечко пораньше, допустим, в эти дни. Сегодня мы находимся в гостях у Арт Фокса. Это арт-студия у нас в городе Якутске. И хозяйка этой арт-студии сегодня педагог, художник Маина Еремеева. Маина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите, из каких материалов будем изготавливать новогодние игрушки? Так, сегодня у нас мастер-класс по эпоксидной смоле. Он состоит у нас из двух компонентов. Компонент А – это смола сама, и она не затвердевает без отвердителя. И мы будем смешивать вот эти два состава. И когда мы смешиваем, выходят токсичные пары, вещества, поэтому обязательно работаем в масках и в перчатках. Так, сегодня у нас будут такие елочные игрушки. Вот елка, примерно такие будут. Шарик, елочка. Шарики. Вот такой вот колокольчик, да, очень красивый. Вся ценность в том, что, видите, это все такое разноцветное, все такое яркое, и все это можно сделать в единственном экземпляре, да? Да, индивидуальные работы очень оригинальная работа получится. Неповторимые. Именно ваша, что называется. Смотрите, какую можно елочную игрушку. Она, смотрите, внутри с дырочками, то есть можно, наверное, еще что-то здесь как-то придумать, какой-то декор, да? И сам цвет, посмотрите, вот с этой стороны вот какой цвет, и с этой стороны, вот смотрите, она вся заснеженная. Если, допустим, она будет висеть вот так вот, да? Красиво на елочке. Так, нам понадобится обязательно весы, чтобы их смешивать в определенной пропорции. У нас смола для ювелирных работ, для картин и высокой вязкости. 40 минут затвердевание будет у нас. Так, у нас смола смешивается в пропорции 1 к 2. 2 это смола и 1 это отвердитель. Если, например, смолы слишком много нальем, то смола изделия не затвердеет. Она будет такая липкая, какая-то пластичная, а если отвердителя слишком много будет, то она загустеет слишком быстро, и мы не успеем какие-то узоры сделать. То есть все должно быть прям четко по пропорции. Да. На глазок не получится. Да, на глазок не получится. И у нас есть красители, вот такие гелевые и сухие пигменты есть. Мы будем сегодня использовать гелевые красители и блески. Блески можно добавить любые. И в смолу добавляет все, что можно. Там фотографии, разные украшения могут делать. Стразы, бусинки какие-то, да? Все, что душа пожелает, можно добавить. Так, давайте начнем. Начнем. Надеваем маски. Надеваем масочку. Маска – это прям техника безопасности, потому что эпоксидная смола, она очень едкая, и ее пары, они очень опасны для здоровья. Поэтому техника безопасности должна прям неукоснительно поддерживаться, да? Да, так. Во время затвердевания выходят пары, а после затвердевания смола уже безвредная получается. Я неправильно надела, по-моему. Вот так, наверное. Так, например, для 3 игрушек нам понадобится 180. 180 грамм? 120 грамм. 120 грамм смолы самой. Эпоксидной смолы, в общем. Тогда у нас получится 80 смолы и 40 отвердителя. Так. Взвешиваем. Это кулинарные весы, да? Да. Ювелирные. Обычные кухонные можно взять.
Это смола. Да, это смола. Она сама по себе никогда не затвердевает. Ну, их спутать можно? По-моему, Спутать отвердитель... можно, да. Да, поэтому очень внимательно нужно как-то обозначить. Но здесь вы так хорошо ориентируетесь, потому что у вас ваши бутылочки никак не обозначены. А тут на крышечках написано. А, на крышечках. Ага. То есть нужно обязательно как-то, если у вас какая-то тара, обозначить, где у вас отвердитель, а где у вас смола. Иначе можно, ну, действительно запутаться. По консистенции они примерно одинаковые. Отвердитель Хотя... немножко такой, он прозрачный и более жидкий. А смола более текучая. И иногда бывает такой мутный, иногда прозрачный. Ну, Но это ничего не означает, что вот она мутная, просто ее нужно встряхнуть, видимо, да? если она мутная, то нужно подержать над водяной баней. Она тогда станет прозрачной. Это ничего страшного. Ага. Так, теперь нам нужно смешать ровно 5 минут. Хорошенько смешиваем, берем со стенок, со дна, потому что если до конца не смешать, то, например, один краешек может не застыть. То есть вот эти вот два компонента обязательно нужно смешать. А знаете, вот эти компоненты, когда их смешиваешь, получаются такие вот пузыречки. Да, пузырьки. Некоторые убирают газовой горелкой, некоторые таким спреем, убирающим пузыри, и строительным феном можно убрать. А вы чем убираете? Мы уберем строительным феном. Ну, чтобы было безопасно. Скажите, а вот у кого пользуются ваши мастер-классы, ну, такой, скажем, популярностью? У взрослых, у детей? У нас противопоказания есть беременным женщинам, кормящим, детям до 10 лет. А пожилым? Да, астматикам долго лучше не оставаться со смолой. И в помещении не должно быть домашних животных, маленьких детей, и нужно делать в хорошо проветриваемом помещении. Ну вот такие требования должны быть соблюдаться при работе с эпоксидной смолой, потому что это химические реакции тут происходят, и пары, которые витают над нашим столом, они не очень-то и полезные. И при смешивании у них начинается уже сейчас процесс, и они стаканчик становится более теплый. Он может нагреться прям вот до каких-то температур высоких? Да, может нагреться. Ну, до скольки, например? Это если использовать неправильно. Например, смола различается, бывает ювелирная, для картин или для столешниц. Ювелирную не рекомендуется в таких больших плоскостях использовать, потому что она слишком нагреется. Она не подходит для больших поверхностей. А вот сейчас у вас какая смола? У нас смола для ювелирных изделий и для картин. Например, вот эта наша смола не подходит для столешницы. И то есть, если ее в огромных количествах смешивать, она может очень сильно нагреться, да? Если вдруг смола попадет, не дай бог, куда-то там, ну, вот вы сейчас в перчатках же, а вы всегда в перчатках, да, работаете? Да. Нужно в перчатках работать со смолой. Ну, на какой-то открытый участок кожи или еще куда-то. Что может произойти? Может появиться раздражение. Нужно обязательно смыть сразу же, да? Да. И обычной водой она не смывается. Смывается спиртом. У нас всегда под рукой вот такой спирт, смешанный с водой. И этим же спиртом обезжириваем молды. И если смола попала на открытые участки тела, тоже смываем спиртом. И от волос смола не отмывается. Если у кого-то длинные волосы и попадет в смолу. То есть все, можно попрощаться со своими волосами. Да. Так что, друзья дорогие, имейте в виду, очень осторожно
с соблюдением всех мер предосторожности. Ну, в общем, уж поверьте. Так, теперь нам Ну, нужно разлить по по стаканчикам. 3 стаканчикам. Мгм. Это вот на 3 игрушки. Да, на 3 игрушки. Ну, примерно одинаковое, да? Вот, Примерно на глаз уже можно. да. По объему они, в общем-то, одинаковые почти, да? Ну, хотя, смотрите, вот елочка, вот она такая побольше. Их можно залить, Вот. например, вот, А шарик у нас будет вот чуть-чуть поменьше. вот у некоторых есть дырочки, это залили тонким слоем. Угу, А вот она уже более толстая и дырочек уже нет. угу. И нам нужно, чтобы тут не было никаких пылинок. И мы убираем их таким малярным скотчем. Если пылинки тут останутся, то их уже невозможно будет убрать после застывания. Угу. То есть они уже превратятся в декор вашей игрушки. Да. Не очень такой симпатичный. Так, и, наверное, В общем, знаете, мы я себя ощущаю вообще алхимиком, по меньшей Да. мере. смола Сейчас очень, будет происходить чудо. Да, очень такая. прямо на наших глазах рукотворная. Мы добавили зеленку. Ну, Так. это специальный краситель. А зеленку можно добавить, если, допустим, красителя нет? Лучше использовать специальные красители. Специально. Но все-таки это химия, знаете. Для елки мы сделали вот такой изумрудный цвет. Ну да, елочка у нас зеленая ведь. И туда же можно добавить блески. Ага. Так, что я делаю? Все смешиваю? Ага. Ну, тоже нужно смешивать, да? Да, просто Вот, мне смешиваем. доверили вот такой вот очень ответственный этап работы. Смешать блестки и ну, вот этот цвет зеленый, изумрудный. Вот, чтобы у нас получилась такая елочка. Она будет зеленого цвета. Марина, а вообще к вам приходят дети с родителями, да, или отдельно вы собираете группы для Для проведения смолы, мастер-классов на смолу? на смолу. Но обычно дети у нас противопоказания до 10 лет. Ага. И до 14 лет рекомендуем маленькие изделия делать только. Такие как брелок, сережки. Без родителей могут подойти. То есть, Но- дорогие друзья, да, вот дома, конечно, да, и там, ну, скажем так, организовать вот просто за 5 минут лабораторию химическую по работе с эпоксидной смолой так не получится. Это нужно, конечно же, ну, обладать какими-то знаниями, да, во-первых, подготовиться Да. теоретически, ну и как-то, знаете, созреть для этого дела. То есть, допустим, вот просто в шкафу у себя там держать вот это вот все, это очень опасное, так сказать, производство. Поэтому нужно как-то взвесить все за, против, все свои. Если в доме маленькие дети или там, допустим, собачка любимая, ну, лучше как-то надо воздержаться от этого дела, да? Да, Лучше прийти лучше вот дома в не студию делать, и поработать с профессионалами. Я забыла помешивать, сейчас она застынет, А и нет. я буду виновата в провале нашего сегодняшнего мастер-класса. Так, я смешала вот красный. Угу. Можно его сделать как шарик. Шарик. Ага, и вот прозрачный, и тут добавила только блестки. Угу. Такой тоже очень красивый эффект получается. Ну да, ну вот мы видим, вот получился примерно вот эта вот елочка, да, у нас? Да. Вот такой вот получится эффект примерно. Ага. И давайте уже приступим. Приступим, конечно. Так. Зеленый добавляем сюда, в середину. И она сама растечется, да, по краям. И прям вот просто наливай весь Да. вот стаканчик прям Да. до донышка. Так, это нужно как-то
Стряхнуть, салфетку, да? ага. Салфеточкой. На салфеточку. Вот так. Да. Промокнуть прям? Или как? Она нужна будет, палка эта? Может быть, нужна. Ага, Мгм. пусть пока Вот лежит. так. И я просто вот наливаю, да? Мгм. Заливаю по центру. Да, с центра начинаем. Потихонечку или прям вот... Потихонечку. Ой, ну у меня вот потихонечку, конечно же, не совсем получится. Она не будет переливаться там вот за края? Нет. Хватит, ага, наверное. все. Мгм. Да, я думала, что, знаете, оказывается, вот, видите, бортик, как у елочки. Я думала, что мне не хватит, а оказывается, очень даже хватило, и даже вот остались излишки. И вот поверхность должна быть, она идеально ровная, да. Мгм. У нас уровень есть, Мгм. и все мы подготовили Мгм. для вас. Для того, чтобы это все было ровненько. Мгм. Новогодняя игрушечка, шарик у нас будет красный. И тут можно добавить еще блестки. Угу. Сверху можно добавить. Угу. И вот с оленем хотите сделать? Угу. Давайте. Это вот еще одна это с олешком, да? И тоже по центру заливаю. Да. Угу. Так. Очень завораживающий процесс. Да, слушайте, прям так и хочется бахнуть со всей, как говорится. Ну вот, ну, знаете, вот нельзя как-то торопиться, потому что все-таки это вот как на уроке химии, в общем. Да. Вот так. Еще чуть-чуть, да? Ну, Нет. можно, в общем-то, наверное, все вылить. Да. Ой, 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 ой. Мгм. Вот. Представляете? Здесь у нас как-то глазомер нас не подвел, да? Вот. Что дальше делаем? Так, можно теперь добавлять блестки. Вот теперь занимаемся украшательством. Мгм. А посмотрите, а почему у нас вот этот красный вдруг почему-то какое-то вот колечко появилось? Это что-то не Это- то мы сделали? Это пузырьки появились. В конце так. уберем все феном. Мгм. Так, блестки. Блестки какие-то должны быть. Можно любые добавить. Угу. А блестки это можно, знаете, вот у всех же есть, допустим, вот эти, ну, скажем, старые там украшения, да, в виде на Новый год это вот различные дождик, да, как мишура какая-то можно порезать, да, Да. и вот это все использовать добро в качестве, ну вот, видите, поймать, конечно, это добро на палочку очень сложно. Или пинцетом можно достать. Вот, пинцетиком. Мгм. Вы знаете, вот эта работа, конечно, требует определенной сноровки, потому что все, что касается вот такой вот, знаете, ювелирной работы, это такое дело, что нужно, во-первых, сосредоточиться, как-то выбросить из головы все свои какие-то там проблемы. Да. Потому Люди- что вопрос очень такой, знаете, это все-таки, как в народе говорят, не хухры-мухры, да? Ну, в общем, Вот отсюда можете всё палочкой летит. достать. слушайте, ну никак, вот эти блески в виде сердечка, никак они не даются мне. Ни пинцетом, ни палочкой. Вот. Ой. Их можно палочкой подвигать. Красивенько, вот чтобы, да, чтобы это было не кучкой какой-то, да, бесформенной, а как-то вот было вот, чтобы вот. Еще сухоцветы заливаем. Ну да, Смолу. Очень сухоцветы. красиво получается. Да, вот знаете,
Сделать игрушку своими руками, конечно, это очень, ну, во-первых, и памятная игрушка будет, ну и действительно это может стать, можно сказать, семейной такой реликвией, да? Да. Угу. Так. И вообще можно каждый год, допустим, менять декор вашей елки, как вы хотите, да? Из эпоксидной смолы, допустим, Да, в этом году можно. одни шарики, в следующем году, там, допустим, одни елочки, ну, к примеру. В общем, насколько у кого какая фантазия. Да, по цветам можно сделать, например. Угу. Это тоже вот мы решили, да? Мгм. Подсыпать маленечко. Вот. Слушайте, вы знаете, вот эти вот всякие штучки, вот эти вот блестящие, они как-то вносят, конечно, безусловно, магию, да? Мгм. Красоту, магию. И, слушайте, вот когда сам украшаешь свою игрушку, ой, это, ну, знаете, наверное, как в детстве, окунаешься в детство. Так, и давайте уберем пузырьки. Так, Козырьки. А, пузыречки. да. Ага. Тут даже видно, как лопаются пузырьки. Ага. Угу. Ну, пузыречки мы убрали. Да, убрали, и можно еще какие-то цвета тут здесь добавить. Угу. Например, зеленый или красный. У нас осталась смола. Да, жалко, конечно. Так, и вот это. То есть мы отверстие, да, можем закрыть. Мгм. Угу. Тут можно добавить красные цвета. Угу. Прям палочкой какие-то узоры можно сделать. Но смола до полного застывания, она еще двигается. И конечный результат может отличаться. Угу. Она двигается сама или вот от потока воздуха, от, ну, видимо, как-то вот... Она сама двигается. Но обычно в таких формах как будто идет все к центру, собирается. Угу. То есть даже вроде бы она статично вот так вот будет у нас в форме, да, застывать. Мгм. Но, тем не менее, она, знаете, вот какой-то химический процесс, там какой-то вот бурлит, кипит, как говорится, да, и все вот эти вот компоненты, которые мы добавили, блески и так далее, они будут как-то вытесняться к центру, да? Да. Угу. Даже уже видно, вот, Ага, вот наши уже блески, они собрались, уже ага. сгруппировались по центру. И через сутки их можно уже будет потрогать, Угу. но мы обычно их оставляем на 2-3 дня подольше, Угу. потому что, например, завтра, если вытащим, то он будет какой-то немножко пластичный, Угу. и они должны полежать на ровной поверхности. Так, друзья дорогие, в общем, конечно, у нас нет времени ожидать прям вот, знаете, 2 суток, да, как положено. Да. Поэтому вот что у нас в итоге должно получиться. Ну, у нас здесь колокольчик, а вот елочка. Вот она, елочка. Олень. У нас прям ровно-ровно вот такой трафарет, да? Да, это те же формочки. Ага, те же формочки. В общем, видите, вот этот вот колокольчик и внутри вот олень. Здесь по центру, значит, блески использованы, да, здесь как декор. Но, как вы поняли, можно добавить в смолу, ну, все, что вы пожелаете, как говорится, да.
Вот елочка красного цвета с использованием тоже, видите, вот здесь вот углубление, ровно вот зеленая у нас елка получается, и вот эта игрушка оформлена вот таким образом. Это очень красиво, то есть ваша елка будет самая красивая, самая, можно сказать, модная, да? Из эпоксидной смолы будут игрушки. И на прощание хочу сказать, что мир эпоксидной смолы очень интересен, увлекателен, даже можно сказать такой медитативный вид отдыха. Приходите, сделайте свои индивидуальные, уникальные игрушки, картины. Ждем всех